Запуск электропланера – процесс непростой. В нем участвуют сразу трое. Тренер запускает модель, помощник пилота тянет глайдер вверх, за счет чего он набирает высоту. И уже пилот управляет им во время полета. Ильназ Зиадинов занимается авиамоделированием 2 года. Для него это пока только хобби. Говорит, самое сложное – удержать аппарат в воздухе и мягко посадить. Ну, я это выбрал, потому что мне нравится, как мне захватывает, как летают самолеты в воздухе. Мотопланеры – более сложные модели, они с электродвигателем. Антон Макаров хочет стать инженером беспилотных летательных аппаратов. За 5 лет собрал около десятка моделей. На создание последней ушел целый год. Имеет размах около 1,90 м и предназначена для полетов на моторе, а затем уже и планирования. На этих соревнованиях дается 30 секунд для набора высоты. Затем мы отключаем двигатели, и мы должны ловить потоки ветра для того, чтобы самолет планировал в течение 5 минут, но не более. Мотопланер в воздухе управляется при помощи радиопульта. Для этого у него есть 3 подвижных элемента. На крыльях элероны для корректировки крена, на стабилизаторе руль высоты и на киле руль направления. Все как на настоящих самолетах. В турнире принимает участие 30 спортсменов из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Заинска и Лаишева. Соревнования проходят по 7 категориям самолетов. Классы очень разнообразные, начиная от планеров, которые летают без мотора на продолжительность полета, заканчивая пилотажными, гоночными, схематическими моделями и так далее. Вообще классов почти неограниченное количество, каждый летает в том классе, в который ему нравится. Цель соревнований – популяризация, поддержка и развитие технических видов спорта в республике. Сегодня в Татарстане 25 секций по авиамоделизму. Такие турниры – это не только игры в самолетике, это скорее выбор будущей профессии. Люди, которые себя отдают авиамоделированию, это увлеченные люди, я считаю. То есть отказаться от каких-то компьютеров и вручную выпиливать нервюры планеров и самолетов – это надо любить. Дети понимают, что это перспективное направление, что рабочие специальности, инженерные специальности по авиаконструированию, они будут востребованы в большей степени. Соревнования продлятся до конца недели. Победители отправятся в Пермь на всероссийский турнир, который пройдет в начале июля. Лучшие смогут попасть в технические вузы республики для целевого обучения. Иван Сарафанов, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Верхнеуслонский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.